Спонсор программы – компания «Экомилк». Экомилк. Затаили дыхание грозные скалы, они словно парят, невозможность вкусив, над тропой, уводящей к неведомой дали, чашу зноя и холода волю испив. Здесь вершина окутаны вечным покоем, и в гордыне они неприступны своей. Солнце их обласкало задумчиво склоны, одарило ущелье букетом лучей. Тишина, замирая, разбилась о скалы, и звенящей вуалью накрыла простор. Оставаясь один на один с сердца стуком, сможешь с ней провести о мечте разговор. Мечтать, конечно же, не вредно и очень даже полезно. Но к этому мы вернемся чуть позже. А сейчас отправимся за самым вкусным и, конечно же, полезным. Селение Тазбичи – одно из самых старых поселений Тумкалинского района. В нем проживают представители Тейпач-Энти. Это добрый и отзывчивый народ. Как принято, люди здесь занимаются скотоводством, животноводством, сажают разнообразные культурные растения, одним словом, живут как свои предки, поддерживая традиции. Касается это и приготовления пищи. Рецепты национальных блюд передаются из поколения в поколение, от матери к дочери, от бабушки к внучке. Чеченская кухня отличается своим неповторимым вкусом, полезными свойствами и, самое главное, сытностью. В основном у местных жителей горных сел все продукты бывают свои, натуральные, очень вкусные. Это касается мяса, касается молока, картофеля, кукурузы, а также на зиму они делают заготовки. Допустим, вот сейчас перед нами кизил.
Это очень вкусная ягода. Здесь есть прекрасный витамин С, который очень полезен для нашего организма. На вкус немного кисловатый, но когда варишь из него варенье и компот, это просто бывает изумительно, очень вкусно и самое главное, конечно же, полезно. А вот и ежевика, из нее тоже получается очень вкусное варенье. Особенно полезна она для тех, кто заболел или простудился. Мушмула, мы все ее знаем по ее вязкому вкусу. Но сейчас она еще не поспела, а ближе к осени мы сможем ее, конечно же, попробовать. Шиповник богатый витамином С и множеством других полезных элементов. Особенно получается вкусно из него заварной чай. Колючий кустарник облепихи дает нам вот такие вот желтые ягоды, которые тоже очень вкусные и богаты витамином Е. Советую вам, никогда не будете болеть. У каждого жителя селения Тазбичи есть свой земельный участок, на котором они выращивают разнообразные культурные растения. А также есть своя живность, куры, барашки, коровы, которые дают вкусное и полезное молоко. Из него жители делают творог, кефир, сметану, масло и, конечно же, сыр, вкусную брынзу. Поэтому сегодня, уважаемые друзья, для вас мы решили раскрыть рецепт приготовления вкусного горного сыра. Ич-ич-ич, Маня, 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 ич-ич-ич. Маня, 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 ич-ич-ич. Это моя корова. Дает вкусное жирное молоко. Очень даже хорошая корова моя. Сейчас мне надо ее подоить. Она молоко мне принесла. Дату Газгиреева, жительница селения Тазбичи. Именно она сегодня нам поможет в приготовлении горного сыра. Ирдикала Дату. Дату, мы сегодня приехали к вам для того, чтобы вы помогли нам приготовить горный сыр. С удовольствием покажем вам, как делать сыр. Для этого надо подоить сначала корову. Ну что ж, будем доить корову. Красавица. Такое вот мирное животное, которое дает вкусное, парное, жирное и тумкалинское молоко. Дату, а можно я немножечко подаю, попробую? Можно. Угу. Что ж, попробуем. Попробуйте. Это не так уж и сложно, как говорят. С первого раза получилось. Теперь я умею доить корову. Сама подоила, осталось теперь только из этого парного молока приготовить вкусный горный сыр. Корову мы подоили.
Большое тебе спасибо. Как вы, Маня зовут? Маня, ага. Манечка, большое тебе спасибо. Обычно молоко бывает белым, а это молоко такое вот желтоватое, что означает, что в нем Жирность много у да, нас. жирность высокая. Ну что ж, теперь мы отправимся непосредственно к тому месту, где и будем раскрывать приготовление горного вкусного сыра. Ну что ж, Дату, пойдем? Пойдем сейчас Да. приготовим сыр. Приготовим. Для меня всегда было загадкой, как готовить вкусный горный сыр. Оказывается, все это делается очень просто. Да, ведь, Дату? Да. Самое главное, нужно соблюдать порядок приготовления, да? И знать, как И делать. знать технологию приготовления Сыра. замечательного сыра. Ага. Ну что ж, я напоминаю, что сейчас мы находимся в родовом селении Дату. Это селение Тазбичи, Да. Итон-Калинский район. Ага. Самое красивое и прекрасное место для тебя, да? Конечно, я здесь выросла. Мы живем тут давно. Мы раньше держали коровы много, но теперь не все их держат. А сколько раньше коров у Раньше вас мы было? держали 12-13 коров. И Да ты делали. что, и вы Да. справлялись? Вот это Справлялись. целое стадо все-таки. Сейчас мои сестренки, они все уже замуж вышли. Сейчас я одна осталась тут. Поэтому С братом приходится- младшим живу тут. Ага. Ну что ж, а сколько сейчас у вас коров? У нас сейчас 2 коровы. 2 коровы. Ага. Ну вот сегодня мы с ними все познакомились, с вашими замечательными коровами, которые дают вкусное и полезное молоко. Ведь не секрет, что коровы, которые пасутся на вот таких вот зеленистых красивых склонах, дают, конечно же, вкусное и полезное молоко. Конечно, у нас и молоко жирное тут бывает Мгм. очень. Тут у нас все свое. Мгм, И огород свой, Мгм. кукуруза, лук, вон, например, мгм, морковка. Все у нас свое. мгм. Мы сами все сажаем. Теперь приступаем к приготовлению сыра. Рассказывай, Дату, что нам нужно сделать, чтобы приготовить сыр? Даже у себя дома, в домашних условиях. Для того, чтобы приготовить сыр, нам надо молоко подогреть на огне и добавить сыворотку. Да-да, а что же А это это за сыворотка у нас? Эту сыворотку мы изготавливаем из коровьего Вымя, да? вымя. Ага. Сушим, солим. Надо ее сначала посолить, потом высушить на солнце. И потом замочить ее в банке. Мгм. А в банку надо сыворотку. Сыворотку долить надо. Мгм, мгм. Поставим на 2 сутки, и потом можно ее использовать для приготовления сыра. Мгм. Ну а вот сейчас вот вы видите перед нами такую глиняную посуду, а на самом деле это посуда вашей бабушки, да? Ага, нашей Вашей бабушки. Это глиняная чаша такая, из которой они вот Ага. пили, да, или использовали у себя в любом случае на кухне, да, для, может быть, варенья или мед доложили. Ведь у вас все-таки и пасеки здесь есть, Есть у нас и мед, есть и пасека есть. да? Все свое. Все свое есть у нас. Ну что же, мы теперь знаем, что для приготовления сыра нам нужна только вот эта сыворотка. Опять-таки, с помощью вот этого коровьего вымя она была сделана. И, конечно же, молоко, которое уже сейчас мы вот здесь вот подогрели. Да. ага. Добавляем эту сыворотку на молоко, Ага, чтобы она закисла. ага. И теперь вот тщательно нужно это все перемешивать, да? Ага. Перемешать и
Снять с огня надо. Ага, снимаем с огня. Ну а тем временем, Дату, давай расскажем нашим уважаемым зрителям, вот, что помимо того, что позади нас находятся прекрасные живописные пейзажи, а также здесь вот посуда твоих предков. Ага, Давай это расскажи. кастрюля. В этой кастрюле они варили мясо. Так. Приготовили наше национальное блюдо жижигалнаш. А вот какие вот блюда передала тебе вот твоя мама, бабушка? Наша мама меня научила готовить разные блюда. Жижигалнаш, сискал. Потом вот это козий жир. Это вы сами сделали, Ага. Это мы солим и ложим в чашку и сушим ее. Потом ее добавляем, когда варишь картошку, можно добавить. Очень даже хорошая бывает. Это картофельное пюре. И сискал можно сделать из нее. Очень вкусно бывает. Наша мама всегда готовила и нас учила. Ну, а вот это вот как вы сделали? Вы просто этот жир сложили, да? Сложили, завернули, Вот. Не солили? солили. Ага. Немножко рукой посолили. Ага. То, что жирное, внутри положили, а потом сверху завернули ее и в чашку воткнули. Чтобы она вот такой Форму красивой приобрела, формы да? была. Ага. Потом повесили на солнце и высушили. Ну вот таким образом, вот, допустим, наши предки зимой как бы, да, использовали вот это с картофелем, да, и с другими продуктами тоже получалось Варили очень суп вкусно. даже из нее раньше. Жарили лук. Это с фасолью, С которая, фасолью, да? ага. Фасоль варили, лук жарили с этим жиром. Она очень вкусная и полезная, это тоже. А какие целебные свойства у него? От кашля, от простуды она очень помогает, козий жир. Так что, если не хотите болеть, или вдруг вы, вернее, заболеете, нужно вот, Использовать да, можно. использовать козий жир у себя, чтобы вы всегда были здоровы. Ну что же, вот такая вот кастрюля большая, достаточно, вот она, на самом деле, видимо, это какой-то кузнец сделал, потому что я знаю, что в этом Кале было очень много кузнецов, да? было. В каждом селе Сами были всё кузнецы, делали, которые делали вот разные такие приспособления. В данном случае твоя бабушка вот варила еду вот в такой вот большой вот кастрюле. Семья да? большая была. Семья большая, конечно же. Ну, соответственно, и раньше действительно семьи были большие, Конечно. да, ведь и приходилось сейчас их готовить не очень много. Но помимо кастрюли позади нас есть еще другие семейные реликвии. Это вот такой вот удал, да? И это черпак. Да, это вот черпак. Видимо, тоже он был сделан Нашим отцом он сделан. отцом, да? Вот посмотрите, видно, что это какая-то ручная работа, походу, да? эти? Он сам сделал, наш отец сделал этот черпак. Какая прелесть, посмотрите, как это все интересно. Вот так раньше приспособлялись наши предки. Вот можно сравнить вот черпак будущее, да, сегодняшнего дня и черпак прошлого дня. Интересно. Можно сравнить вот так вот. Ну, а это кудал тоже. Это ваши бабушки или прабабушки? Моя бабушка, мама, все они воду носили с этим. Раньше вот тоже вот кузнецы все это так искусно делали. Посмотрите, вот здесь вот разнообразные Ей, наверное, уже 100 лет узоры. будет. Очень красиво сделано. Искусными мастерами были наши предки. Посмотрите, как они все это искусно делали. Я знаю, что у тебя дома еще были украшения, но во время войны как бы они растерялись. Вот видите, как человек поддерживает свои традиции и сохраняет все, что и делали предки. И вот традиции, в данном случае сегодня мы делаем сыр, который вот Дату переняла от своей матери, а мама, бабушки. соответственно, от бабушки. Молодцы, что сохраняете вот это все. Это правильно. Думаю, что поддерживать традиции своих предков нужно всегда. Так что будем поддерживать их, помимо того, что мало ли у кого-то, может быть, и нет вот таких вот искусных ценностей, но вот можно сохранять это, конечно же, через кухню. Готовить у себя дома чеченские национальные блюда, да? Да. Ну а вот ваше любимое блюдо какое чеченское национальное? Жижигалнаш, чепалш, хингалш, халтемш и сыр. А сейчас посмотрим, приготовим сыр, Да, как делать. посмотрим, что происходит, ведь все-таки там должен быть такой эффект превращения должен быть даже. И сейчас мы посмотрим, что здесь произошло. Ведь мы сюда добавили чудотворную вот такую сыворотку. Что она сделает с молоком, мы сейчас увидим. Да, интересно. Молоко наше превратилось в кефир. Очень интересно.
Теперь надо ее размешать, перемешать. Так, можно я займусь этим, да? Ага, можно. Давай. Так, перемешиваем. Ага. И дальше что нам нужно будет делать? Немножко подождать. Так. Потом она пойдет вниз. А, Потом руками надо ее сворачивать. ага. То есть вот этот Сейчас кефир, оставить надо. посмотрите, вот буквально на глазах эти вот комочки белые, они превращаются в творог. Посмотрите, посмотрите. Вот это надо вот постоянно, да, перемешивать? Не надо. Сейчас уже все. Надо ее оставить сейчас. Оставить, да, надо? Ага. Ну что ж, оставляем. Вот так вот Она щас тщательно сама мы вниз все это пойдет. перемешали. Теперь я так понимаю, что это будет такое расслоение, да? Ну, то есть вот эта наша масса, она разделится на две части. То есть на такой вот своеобразный творог и, конечно же, сыворотку. Ну что ж, пускай Сейчас она вот это. Не надо больше Как раз, перемешивать. ага, не будем. Все. Ждем, да, немножечко ждем. Надо подождать немножко. Мгм. Пока наша масса будет раздваиваться и отстаиваться, я тем временем расскажу и покажу вам, насколько плодородна и Тумкалинская земля, да? Да. Итак, в огороде у Дато мы вот нашли, вернее, сорвали вот такой вот морковь. Вы представляете, какая все-таки плодородная земля и вот сколько можно вот... Если посадить, у нас все растет. Да, все растет, можно какой шикарный урожай собрать. А вот это кукуруза, да? Кукуруза у вас есть здесь. Редиска тоже очень вкусная, осенняя, да. Но, по-моему, она еще сейчас совсем не поспела, не да? поспела. Нужно еще Она вот такой немножечко крупной подождать. бывает. Огромная, да? Вот такой, ага. Я знаю, мы как-то ездили туда вот в Ведучи, Атибоут. Там на самом деле вот такая вот большая редиска была. У них тоже все так хорошо Плодородная земля, растет. очень плодородный, конечно же, лук. Вот этот лук тоже у нас с огорода нашей Дато. Вот посмотрите, как все это вот шикарно здесь растет. И вот и кукуруза, конечно же, как же чеченская кухня и чеченский огород без кукурузы, потому что кукуруза на самом деле мы очень сильно любим, ведь она обладает очень хорошими полезными свойствами, на самом деле она очень сытная, вкусная. Из нее мы делаем муку кукурузную, да, муку делаем кукурузную, галушки, каши разнообразные каши с творогом. делаем, и с творогом, с маслом, с молоком. Фасоль, вот она тоже часто употребляется на нашей кухне, ведь все-таки какие вкусные супы бывают с Очень фасолью, даже да? полезная. Туда вот, допустим, суп, Для да, зрения чеченский. тоже наши дедушки и бабушки говорили, что она очень полезная, надо ее всегда кушать. Вот смотрите, как это все интересно. И также вот фасолевые супы добавляли не только мясо, но и вот этот козий жир, да? Который вот придавал такую пикантность и особый вкус. И очень даже жирно и вкусно бывает. А вот и калина перед нами. Все-таки, если человек иногда вот просто простудился, да, я сейчас вам покажу, какая она красивая. Веточка калины. Смотрите, какие красивые грозди. Вот все-таки, смотрите, какая прелесть. Это очень целебная ягода. Конечно, она чуть-чуть горьковата. У нее такой интересный вкус, но от простуды просто лучше этого не бывает. Да? Да, очень даже помогает. Вот такая вот осенняя композиция вокруг нас, эти овощи, вот эти вот вкусные полезные ягоды. И думаю, что настоящий трудяга, любитель своего дела, особенно если он живет в Тумкалинских краях и в любых других горных поселениях, думаю, никогда не останется голодным. Кстати, у вас есть прекрасный шанс тоже приехать и жить здесь, на месте, где жили ваши предки, потому что я думаю, что многие зрители, которые сейчас нас смотрят, тоже выходцы вот из Тумкалинского, Веденского, Анажаюртовского района, потому что это все-таки хорошие места, где очень плодородные земли. И можно вот сажать и собирать вот такой вот прекрасный урожай. Ну что ж, вернемся теперь к нашему столу. И сегодня мы, друзья, жительницы селения Тазбичи, готовим горный вкусный сыр. Теперь будем показывать, как мы делаем сыр. Сыворотка осталась наверху, и наш сыр находится внизу. Ее надо осторожно прижать и взять оттуда. Отжимаем, да? Вот отжимаем и вытащим ее из брынзы. От нашей сыворотки мы отделяем, да? Сыворотка сама отделяется от нее. И наш сыр остается. В комок она превращается, мы руками ее собираем
И сейчас мы ее положим вот сюда. То специально такой сито, да? Это специальное такое. Вот для сыра оно, да, используется в основном? Бисмилlah. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, Сейчас кастрюлю надо отсюда. убираем. Убираем кастрюлю. Так, это значит ставим сюда, в нашу емкость, где уже постепенно сыворотка будет отходить, истекать с вот нашего сыра такого. Надо ее Прижимать периодически, прижимать, да? надо, перевернуть ее надо. Ага. Сейчас, вот так. Ух ты, посмотрите, уже какой рисунок образовался, интересный. Периодически, чтобы сыворотка ушла от нее, надо ее руками прижать, и она у нас уже готова. Ты знаешь, Дату, никогда не думала, что сыр вот можно приготовить вот так вот легко и просто. Я думала, что это какой-то процесс определенной варки, сметаны, или еще чего-то, творога, да, там. Мы никогда не добавляем никакие порошки сюда. Мы готовим всегда своими натуральными свойствами этот сыр. И используются натуральные продукты, такие натуральные как молоко и вот обыкновенная такая вот сыворотка, состоящая из коровьего вымя и вот соли. Даже все легко и просто. 3 ингредиента: коровье вымя, сыворотка, соль. Соль, да, соль и, конечно же, молоко. Значит, 4 таких ингредиента, с которых вы можете даже дома у себя приготовить вот такой вот вкусный и полезный, конечно же, сыр. Если у вас дома нет вот такой вот приправы, такой вот сыворотки, вы можете приезжать сюда, в селение Тазбичи. И мы покажем вам, как делать сыр. Да, как делать вкусный сыр. Ну что ж, нужно его переворачивать. Да, надо просто знать. А сыр нужно переворачивать периодически. Переворачивать опять-таки, надо. Посмотрите-ка, какой вот интересный вот рисунок. Ну что же, это на самом деле удивительно красиво и очень даже просто. Полезно даже. Да. Мы закончили приготовление нашего сыра, горного вкусного сыра. Выглядит на самом деле он сейчас вот так, но через несколько часов, когда уже окончательно с него стечет вот остальная сыворотка, сыр наш будет готов, и мы, конечно же, сможем все-таки попробовать, отведать и передать нашим уважаемым друзьям, нашим зрителям, любителям самого вкусного и полезного, зрителям нашей программы «На кухне», вкусно это или нет. Очень да, мы вкусно. посмотрим, вкусно это или нет. И сегодня к нам придут дегустаторы и, конечно же, отведают наш сыр и скажут, как это вкусно. Да. Да, ну что ж, будем ждать и, конечно же, приятного всем аппетита. Зовем наших уважаемых дегустаторов сегодняшнего нашего сыра. Да, Лиза, рада видеть вас. И думаю, что сейчас мы познакомим вас с уважаемыми нашими телезрителями. Это сестра Дату Айзан, а это ее племянница, я так понимаю, да? Да. Айза работает в местной школе. А работаешь ты кем?
Учительница. Учительница какого предмета? Начальных классов. Очень интересная, хорошая профессия. Замечательные сегодня дегустаторы. Думаю, что вы это отведуете и как никто скажете, вкусно это или нет для наших уважаемых телезрителей, потому что мы сделали этот сыр буквально где-то за считанные минуты. Все это получилось так просто с помощью, конечно же, дату. Ну что ж, давайте тогда попробуем и скажем, вкусно это или нет. Но вот как вам кажется, на первый взгляд, как это будет? Выглядит очень аппетитно. А вам, девочки? Потрясающе. А вот вы когда-нибудь пробовали сыр, приготовленный вот в таких вот условиях? Нет. Да? Ну что ж, сегодня нам удостоилась вот такая вот прекрасная честь, и думаю, что всем очень понравится. Бисмиллахи рахмани рахим. Попробуем, отведаем и скажем, вкусно это или нет. Девочки, берите, угощайтесь. Так, берем по кусочку сыра. Дату, давай тоже попробуем и тоже передадим свои вкусовые ощущения, потому что это для наших зрителей самый важный и интересный момент. Можно приготовить все, что угодно, красиво все это украсить, но самое главное – вкус, ведь от него зависит все. Бисмиллахи рахмани рахим. Ну как? Очень вкусно. Да? Да. Мне тоже очень понравилось. Очень вкусно. Соленый и очень вкусный. Мне тоже он очень нравится. А тебе? Ну, он не только вкусный, но и полезный, так как он приготовлен из настоящих натуральных продуктов. Ну, мне тоже очень Я понравилось. всегда очень люблю сыр. На самом деле очень вкусный, потому что он сделан из такого вкусного молока, очень жирного, и такого достаточно насыщенного. И вот получается он такие вот, даже вот дырочки, посмотрите, какие интересные здесь получились. Все натуральное. Да, самое главное, что все натуральные продукты. Вот видите, как все у нас получается. Это очень вкусно и полезно. Ну что ж, Дату, большое спасибо не только от меня, но и от наших уважаемых телезрителей, потому что ты научила сегодня нас, как вот готовить вот такой вот горный сыр. И на самом деле это очень просто, так что советую, уважаемые друзья, у себя на кухне в домашних условиях приготовить и попробовать приготовить, потому что это очень просто и несложно. Вот такой вот замечательный сыр. И думаю, что вам обязательно это понравится, и вы сможете вот так вот приятно удивить своих близких. Большое спасибо вам, что вы тоже пришли. Камила, можешь приехать к нам в гости. Мы будем очень рады и будем угощать тебя с удовольствием. Конечно, большое спасибо. Мне только вот и угощаться. До такой степени вот кухня меня довела, что вот я вот каждый раз угощаюсь и становлюсь все больше и больше. Питаюсь самым вкусным и полезным на самом деле. Уважаемые друзья, оставайтесь всегда с нами на нашей кухне, где бывает все только самое вкусное и, конечно же, полезное. Для приготовления горного сыра брынзы необходимы следующие продукты: молоко, сушеное коровье вымя, сыворотка, соль. Приятного вам аппетита! С нами все самое вкусное и полезное. Желающие принять участие в программе «На кухне У» звоните по телефону 8 995 808 92 60. Спонсор программы – компания «Экомилк». Экомилк. За самым вкусным и полезным. И нет, еще ее попробовать. Ну что ж, тогда пойдем дальше. Вообще ерунда. Горный сыр. Папа, снимай это, как я делаю. Я же сама в шоке. Ну, особенно горный сыр. Особенно горный сыр с помощью дату. Дату. Если кто захочет, можно слегка все делать.
сажать огороды желаю всем. Делать вкусные сыры, жить легко. Хорошо, ну а пока мы ждем, наверное, скорее всего, что же мы, скорее всего, сделаем-то?